Оленеводы – люди редкие. Снять о них фильм – это значит испытать приключения. Мало того, приключением становится уже сама дорога к ним. Сейчас на вертолетах летают мало, дорого. Мы тоже предпочли демократичный транспорт. Сначала поездом от Сыктывкара до станции 110-й километр, что находится в районе Полярного круга на железнодорожной ветке Сейдалабытнанги, потом на вездеходах вдоль реки Большая Пайпудына и дальше через перевал на север. За перевалом нас ждет широченная долина с речками и озерами и 3 чумами, в которых живут наши герои. 7-я бригада оленеводческого совхоза города Салехарда. Разумеется, оленеводы встречаются на Урале не только в этом месте. Летом оленеводы из разных регионов и хозяйств заходят на Урал из Запада и с Востока, с Европы и Азии, пасут стада как на полярном, так и приполярном Урале. В горах оленям хорошо, но только в бесснежное время. Есть корм, есть ветер, сдувающий кровососущих насекомых. Олени меняют свой рацион питания, едят траву и листья. Но с приходом зимы в горах жить не просто тяжело, но очень опасно. Уже в конце сентября с полетом первых белых мух двинутся стада прочь, в тундру и лесотундру, туда, где есть ягель, где рядом есть города и стационарное жилище оленеводов, что скучали по своим хозяевам все лето. Пойдет к Салехарду и наша 7-я бригада, форсируя реки по первому льду. Но пока здесь начало осени. Лишь только дети готовятся в путь. Через 3 дня им в школу, а олени и оленеводы живут обычной жизнью. Посмотрим, в чем она заключается. У 7-й бригады оленей стадо не маленькое, около 7000. Часть стада – это личные олени. Сколько именно личных – одна из больших тайн, которую никому не раскрывают. Осень – горячая пора. Каждый встает с рассветом и бежит. Бежит целый день и до захода солнца. Даже на горы взбираетесь в поисках оленей. Олени всюду ходят. Приходится. Сколько километров пробегаете за день? По-всякому бывает. Считай, 15 часов по 5 километров, получается 60-70 километров в день. Хотя и не всегда так случается. Раз, 2-3 дня стадо собирают в плотную кучу. Возбужденные олени не могут стоять на месте и начинают кружить по ограниченному пастушьими собаками пространству. В этот момент оленеводы легко замечают хромающих больных оленей и ловят их для обработки ран. Антибиотик? Антибиотик? А он больной, да? Его поцарапали. Вот раны. Медведь, наверное. Медведь? Ну. Ой, да.
это что такое? Тетрамицин Тетрамицин? с антибиотиком. Антибиотик. Ночью в основном белых воют. Медведи, волки. А почему медведь белого любит? Не любят, они видят их. С медведем часто встречаетесь? Конечно, вот унжик был, я не чадик был. Раньше каждый день бывало. Оленей трогает. Приходится отстреливать их. Иногда по 200 оленей за неделю теряли. Волк убивает порой по 40 оленей за ночь. Особенно, когда обучают волчат. Сейчас хищников меньше, и нам легче. Слабо, кстати, из диклона хоть да, и урчикло, конечно, сколько не дикло. Артем, а у него что за проблема? Сейчас посмотрим. Сколько оленей приходится лечить в день? В среднем 10. А какая обычная распространенная болезнь у них? Некробактериоз, копытка. А копытка опасная болезнь, нет? Ну, для оленей опасно. А если не лечить, то что будет? Падеж будет. Ну, олени умирать будут. А ходить не могут. Вследствие чего пищу добывать не могут. От голода потом и дохнут. Последняя стадия на язык может перейти. Копыта опухнут, как боксерские перчатки. Потом язык опухнет. Вы сами ненец, а понимаете ком язык? Да, понимаю. Не говорю только. А для чего перевязку вот на рога кладут? А это что, метка. Через 2 дня, например, опять ловить будем, чтобы его опять не поймать. Антибиотики мощные. Переборщить, да, можно. Седьмая бригада не совсем обычная. Состоит костяк из 4 братьев. Из братьев Василий самый старший. Он бригадир. Это одна из лучших бригад в совхозе. Вас здесь 4 братьев. А почему бригадиром выбрали тебя? На бытмин мне велал и команду. Я старший среди братьев. Привык ими командовать. Так и пошло. Как получилось, что у вас такое большое стадо? Хоть король там, наверное, сидит, там, шевела. Давно так пошло. Еще от отца. Мы очень тщательно следим и сторожим стадо. Не стараемся забивать слишком много оленей. Этому аркану уже много лет. А сколько он может служить? Как бережешь. Еще важно, какого качества была кожа. Он кожаный? Да, из кожи бычка. А с какого расстояния можешь поймать оленя? С 20 метров поймаешь? Зависит от ветра. Если по ветру, то смогу. Ловят также быков. Большую их часть, не связанных в производстве молодняка, стерилизуют. Хоть и грубоватым, но бескровным и безопасным способом. А ему что, не больно? Да куда денется? Конечно, больно. Это по старинке какой-то. А сейчас сами кусают. Стерилизация нужна для того, чтобы бычки в период гона не отвлекались на брачные бои, не теряли вес, паслись сами и не мешали пастись другим оленям. Еще сейчас отпустите? После
Если касаться змейки, это он роняет рога. Зато отпиливаю, чтобы не терял. Если он падает, зачем его пилить тогда? А потеряет. Короче, наши деньги он теряет. А это что, сдаете вы, что ли? Конечно, недорогие. Килограмм 1000 рублей примерно. Ты очень богатый человек. Да нет. Нет. Но у тебя есть квадроцикл, да? Ну, есть. Но это для дела больше надо. Да. Сейчас уже все привыкли на квадриках, да. Вырос в Чуме? Я родился в Чуме, вырос в Чуме. Ты мог бы заниматься чем-то другим в городе? Нет, наверное. Только сторожем надо идти. Семья у тебя? 3 дочек. А жена откуда? Из Ямава, с Пуровского района. Из Ватас. Из Ватаса. Ага. Сложно найти жену и привезти в Чум из Ватас? Да, сложно, конечно. Не идут, в чем не хотят никто. Женихи есть, а невест не хватает. Бывают времена, когда мужчины приходят в Чум только переночевать, а иногда и вовсе не возвращаются, сутками пропадая у стада и ночуя в палатке или малом чуме. Это когда, очень горячее время. А как тебя отыскал твой муж? Через родню. Приехали свататься. По старинке? Да. А ты его раньше знала? Нет, даже не видела. А если бы не понравился? Не знаю. Мне понравился. Я согласилась. Сватались весной, а осенью я уже была с женой в Чуме. А может, у тебя были другие планы? Нет, я же в Чуме выросла. В городе жить не хотелось? Нет. Значит, свое будущее связала с Чумом. Но ведь здесь тяжело. Привыкаешь. А мне кажется, здесь нужно иметь огромное терпение. Ну да, мы все время в движении. Варишь, стираешь, дрова заготавливаешь. А ты видела когда-нибудь море? Нет. А хотела бы? Наверное, нет. У нас здесь тоже красивое лето. Вода чистая, дети купаются. Когда кочуем зимой, то тогда тяжело, пока чум не поставлен. Мы под чум снег счищаем до земли. Холодно, пока чум ставится. А как поставим, печку затопим, то хорошо. Ты семейный человек? Семейный. А где семья? Жена повезла детей в школу. В Ижму. Как в Ижму? Жена у меня из Ижмы и из Коми республики. Сам ее отыскал? Конечно. Кто же мне будет искать? Ездил в Ижму за женой? Да, ездил. Здесь женщин Ишватас мало. А почему не взял в жены Хантыку или Ненку? Мне нужна была жена, чтобы говорила со мной и детьми по Коми. Ну вот, Федя, продашь эти рога, и сразу машину можно брать. Ага, бэушную.
Что делаешь, Миша? Тормозную жидкость доливаю. Сейчас вы больше на технике передвигаетесь? За оленями-то? Ага, так быстрее. Раньше на упряжке ходили. Железный конь лучше. Не стоит, заправил его и дальше. Пока едет, хорошо. Хотя упряжка тоже имеет преимущество. Оленя не нужно заправлять. Отпусти, он и сам пасется. Вы не конфликтуете между собой? Всякое бывает, но без драки. Споры бывают, как и везде. Но мы никогда не считаемся с работой. Твоя смена или чужая. В обычной бригаде человек после смены отдыхает. А у нас по обстоятельствам. Мы вынуждены выручать друг друга. Видимо, поэтому у нас хорошее стадо и хорошие показатели. Редко, когда в чуме проживает лишь одна семья. Как правило, либо две, либо семья и старые родители, или братья-холостяки. И, конечно, в каждом чуме есть дети. До школьного возраста они живут только в чуме, а потом либо в интернате, либо у родственников в городе. Ты что делаешь? Уроки. Завтра отправишься в школу? Да. Хочется в город. Нет. А что ты делаешь здесь летом? Купаюсь, воду ношу, грибы и ягоды собираю. А это что за гриб? Белый гриб. А мы его черным грибом называем. Чем ты здесь занимаешься летом? Воду ношу, с отцом стадо езжу. Может, ты на квадроцикле умеешь ездить? Ага, умею. И на снегоходе? Да, И на упряжке? да. Значит, сама едешь с Аргишем. Кто научил? Отец. Какое красивое платье. Откуда оно у тебя? Бабушка сшила. Ты всегда работал в этой бригаде? 3 года. А до этого? До этого был в 6-й бригаде. Потом бригадир ушел на пенсию. И в бригаду пришли немцы. Я перешел сюда. А что, с немцами тяжело? Нет, не в этом дело. Просто здесь я могу говорить на коме. Я там 12 лет отработал. У тебя есть семья? Есть. Жена повезла сына в школу. Он идет в 1 класс. Жена коми? Да, из Белоярска. Тебе сколько лет? 35. Ты вырос в чуме? Да, был даже частником. Но как исполнилось 18 лет, пошел в совхоз. А родители так и остались частниками. Значит, среди Изватас тоже есть частники? Были, сейчас нет. В частниках только немцы. Среди немцев частники есть, а иженцы по совхозам? Да, мы были частниками до смерти отца, и все. Мама ушла в город. А почему Изватас не становятся частниками? Не знаю. Здесь зарплата, идет стаж. У тебя есть свое стадо? Есть. Если спрошу, сколько голов, ответишь правду? Правду? Ну, штук 100 возможно. Площадь чума около 25 квадратных метров. Посреди железная печка. Напротив входа красный угол с образами и важными семейными реликвиями. От входа и до красного угла кладется деревянный пол.
По обе стороны от печи размещаются постели. Они стелятся на циновки из прутьев и шкур. Постели ограничены пологами. Спален получается много, до 5-6 при необходимости. Никто никого не видит, хотя и слышит. Трапеза за низким столом, без стульев, как и принято у всех кочевников. Еду по возможности разнообразят, однако мясо едят ежедневно. Еды много, по крайней мере, когда есть гости. Летом чум всегда стоит у воды. Хорошо, если в этой воде еще и водится рыба. В нашем случае это хариус. Рыба, как и мясо, тоже важная часть рациона питания оленеводов. Как правило, это рыба ценных пород. Другую оленеводы не едят. Ловят ее немного только для пропитания. А если некогда ловить самим, то выменивают ее у рыбаков на оленину. Этот хороший. Седьмая бригада всегда в этом месте стоит, да? Зачем здесь вот? А так-то в других местах стояли. Менять надо, как Федя говорит, чтобы земля дышала. В смысле? Ну, земля, чтобы дышала. Видишь, вот эти черные места остаются из-под чума. А несколько лет не будут они здесь. Она опять вырастет, трава все будет. И опять можно селиться здесь. Да, это же все идет как... Землю берегут. От дедов. То есть землю берегут, да? Да, как же. Они берегут. Они его стадо гоняют, они в одном месте не стоят долго. У оленеводов много своих старинных обычаев, от которых они и не думают отказываться. Именно оленеводы сейчас являются основными носителями национальной культуры и языка. Тундра, словно фильтр, не пропускает к ним то, что вредно, и то, что разрушает их идентичность. Приживается здесь только полезное и нужное. Ты выросла в чуме? Нет, в деревне. Как же тебя обмануть им удалось? Так у меня вся родня оленеводы. Я по молодости часто в чуме бывала. Мне всегда нравилось в чуме. И когда пришел ко мне свататься Василий, то я пошла за него. В общем, традиция соблюдается. У вас все по традиции. Да, традиции соблюдали. Пришли, когда сваты, мы еще не были знакомы. А через год была свадьба. А если бы он не понравился? Может, и бывает такое. У вас был счастливый случай? Наверное, так. Так у вас как происходит? Тебя сватают, ты выходишь замуж, а когда повязывают кокошник бабаюр? Во время свадьбы. Вот мне повязали, и я его ношу уже 24 года. А до сарафана с кокошником что носила? Обычную городскую одежду. А почему вам так нужно одеваться? Так повелось. И все придерживаются такой традиции. Когда жарко, конечно, можно и халат временно надеть, но кокошник я не сниму. И, как правило, мы всегда в сарафане. И летом, и зимой. И здесь, и в городе. Не устаете в чуме? Нет, привыкли. Пока не старые и пока можем, будем жить здесь. А вот мужикам тяжело. Каждый день нужно по горам бегать. Они очень устают и быстро стареют.
Ноги у них рано начинают болеть. Когда мы в отпуске и приезжаем в город на квартиру, то ходим по больницам. У оленя вот самое чуть. Как? Давайте еще. Вот и лето прошло. Первыми покидают этот край дети, потом птицы, потом олени. Урал останется в своем гордом одиночестве, суровый и молчаливый. Встретит он дичайшую в этих местах вьюгу. И до самой весны не будет здесь никого. А весной все живет. На площадках для чума взойдет трава, и все повторится, как и много-много лет подряд.